Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Важные предупреждения на песке. Чего вам стоит опасаться и почему. Если тема интересна, важна, актуальна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чего же вам стоит опасаться и почему? Ну, прежде всего выходит информация про личную жизнь. Вам следует опасаться рассказывать о своих планах, душевных, сердечных переживаниях. И опять же, взаимоотношения в семье, в любви, среди близких людей. Остерегайтесь критиковать свое начальство. Остерегайтесь критиковать своих соседей, либо высказывать недовольство тем или иным человеком в присутствии посторонних лиц. Не доверяйте своим подругам. И знайте, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. И неправильно даже, да? Все, что вы говорите и все, что вами будет сказано, обязательно будет использовано против вас. Такие идут времена, такие идут обстоятельства, когда те, кто вас окружают, будут проявлять свою истинную суть. К сожалению, люди слабы. А в вашем окружении очень много таких слабых людей. У кого-то отыграется, что человек, желая выгородить себя, будет переводить стрелки на вас и пользоваться тем, что вы когда-то сказали. У других отыграется желание рассказать о вас с целью, например, вас подставить. Да, чтобы негативчик на вас пошел, отомстить вам. Какая-нибудь подружка обидится, что вы ей денег не заняли, либо как-то ей что-то не разрешили, не одобрили. Вот пойдет она и расскажет начальнику, что вы выступали против начальника, критиковали. Да? А начальник возьмет и вам выговор влепит, либо начнет к вам плохо относиться. Понимаете? Лучшая подруга может вашему мужу рассказать, что вы сливаете ей информацию, что вы им недовольны. Либо у вас какая-то интрижка была на стороне, понимаете, а у вас потом беды, а у вас потом неприятности, ссоры, драки и прочее, прочее. Да? Поэтому, мои хорошие, старайтесь всю свою личную информацию, свое мнение держать исключительно при себе. Хочется поговорить, ставите перед собой зеркало, либо берете подушку и сама собой, со своим отражением беседуйте, сколько вам влезет. У вас эта ситуация, когда вас могут предать, либо подставить, либо рассказать о вас, посплетничать о вас. У вас ситуация с информацией, она идет равная месячному циклу. То есть месяц, ровно месяц с момента, например, зарождения новой Луны до следующего момента зарождения новой Луны. То есть полный цикл. Луна зародилась, Луна полнолуние, Луна убывающая, и вот оно новое новолуние. Месяц, отсчитайте месяц с момента, когда вы смотрите мою отсыпку. Разные люди будут смотреть в разное время, поэтому знаете, рот лучше скотчем заклеить. Ну, в прямом смысле слова. Я не шучу, я говорю, как я вижу. Здесь идет вред
от самой себя, да? От своих собственных слов. Даже если слова ваши правдивы. И да, если это истина. Понимаете, ваши слова 100% используют против вас. Потом будете жалеть. А как известно, слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. Делайте правильные выводы и прислушайтесь к этому совету. И не пожалеете. Так идет. Ну, месяц это недолго, да, можно и подержаться. Вот. Не испытывайте судьбу и не испытывайте тех людей, которые вас окружают. Еще раз говорю, люди слабы, люди падки на эмоции, люди падки на негатив. Не хотите терять людей вокруг себя? Молчите. Молчите о себе, о своей личной жизни и не делитесь своим мнением. Так, следующий момент. Момент между мужчиной и женщиной. Непростые отношения, очень непростые. У кого-то отыграется, что вы с этим мужчиной уже давно, а у кого-то отыграется, что вы только лишь в самом начале ваших отношений. Поведение мужчины очень напряжное идет. Непонятное, напряжное, и кажется, что у него нет интереса к вам. Либо он к вам абсолютно равнодушен. Не психуйте, не нервничайте, не выпытывайте его. А как ты ко мне относишься? А любишь ли ты меня? А что у тебя другая? Да? Не трогайте вы этого мужчину. Не компенсируйте ему мозги. У мужчины сейчас много-много неприятностей, много бед и много гонений. Мужчине не до нежностей, не до любви, не до эмоций. Он еле-еле себя собирает в кучку после каждого рабочего дня. Понимаете, либо он живет, знаете, как это, одним днем, да, прожил и слава Богу. И если вы еще будете лезть к нему с этими вот вопросами, разговорами, он может и не сдержаться. Он может вам наговорить кучу там гадостей, либо вообще от вас отвернуться, да, уйти в молчанку, в паузу, в разрыв. Поэтому не допускайте. Видите, что он такой загадочный, отстраненный? Ну пусть он таким побудет. Справится со своими переживаниями, проблемами, вернется. Да? Я в себе, меня не трогать. Займитесь чем-то более интересным, важным на сегодняшний день. Займитесь собой, своим здоровьем, детьми, не знаю, там хобби какое-то себе придумайте. Не трогайте вы его, не трогайте. Ему и так очень-очень плохо. Когда у тебя проблемы, когда у тебя, извините, зад подгорает, ну, понятно, что не до любви. Вот. И дурного не думайте. Этот мужчина выбрал вас. И он хочет быть с вами. Не искушайте его, не доводите его до греха. Вот так хочется сказать. Так, еще. Здесь вот обратная ситуация. Мужчина распускает руки. Это ужасно, это омерзительно. И такого быть не должно. Девочки, не должно. И я вижу, что эта ситуация, возможно, не первая. Не первая, и, к сожалению, у кого-то отыграется, что и не последняя, если вы не примете каких-то радикальных действий. Вот здесь, если мужчина вас, я не знаю, не просто ударил, хотя бы просто толкнул, понимаете, мог оттолкнуть вас от себя. Здесь нужно привлекать спецорганы, общественность, родственников и кричать как можно громче. Знаете, вот бьет, бьет, он меня трогает, он меня бьет. Не терпеть, не замалчивать, синяки не замазывать. Нужно искать защиту и закон. Да, закон, который его, извините, за причинное место возьмет и так и сдавит. Чтобы он знал, что распускать руки мужику против маленькой слабой женщины никому не позволено. И за это будет наказание. Не терпите. Знаете, он распускает руки на вас. У кого-то отыграется, что и детей трогает. А дальше что? А дальше он перегнет палку. А дальше плохие последствия. Я не хочу даже это слово говорить. Но это может быть. Вы понимаете, он может испоганить, искалечить и вашу жизнь, и жизнь ваших детей, либо ваших родственников. Тех, кого вы на самом деле больше всего на свете любите. Поэтому не терпим, не молчим, а орем вот на весь звук, который у вас есть, вот прям орать надо, да, об этом, что
бьет, трогает, насилие проявляет, ни в коем случае не молчите. Так вы спасете себя, спасете свое будущее. Конечно же, защитите тех, кто слабее, кто в этом нуждается. Сама вы с ним не справитесь. Вам нужна помощь извне. Будете просить эту помощь, кричать об этой помощи, она придет 100%. Дальше у нас идет выбор. Выбор будущего. Знаете, как будто бы, как спрашивают вас высшие силы, а что ты хочешь? Куда пойдешь? Направо, налево, назад вернешься. Перед вами как будто бы 3 дороги открыты. Знаете, как в этих былинах про богатырей, да, направо пойдешь, жену найдешь, налево коня потеряешь, посередине я уже не помню, что было. Кто помнит, напишите в комментариях. Прямо действительно так и показали. Выбор, несмотря на то, что он многосторонний, да, он все равно не легкий. Для того, чтобы в вашей жизни что-то изменилось, поменялось, здесь нужно от чего-то отказаться. Отказаться, либо чем-то пожертвовать. То есть бесплатно, просто так, без усилий ничего не дастся. А если вам будет даваться и ничего не будет требоваться взамен, знаете, что этот выбор пустой. Да? Это просто обманка, это пустота, за которой ничего нет. Иллюзия, понимаете? Поэтому нужна будет жертва с вашей стороны, либо отказ от чего-то тоже с вашей стороны. Пожертвуете, откажетесь, не пожалеете. Ой, не пожалеете. Мало того, что вы добьетесь того, чего вы хотели, так вы еще и награду получите. И ваша эта жертва, либо ваш отказ, он будет не напрасен. Допустим, как пример. Да, девушка встречается с мужчиной. Мужчина живет, например, в другом городе, либо в другой стране. Либо мужчину вызывают поработать куда-нибудь в другой регион. И он девушке говорит: давай вместе. Не хочу с тобой расставаться, да, у нас с тобой все так хорошо. Мы с тобой вместе поедем, поженимся. А вы такая сидите и думаете: ага, то есть я сейчас все брошу, семью, родственников, работу, подруг, любимое дело, и с тобой, поеду в какую-нибудь глухомань, либо в страну, где я никого не знаю и, например, на языке этом не разговариваю. То есть от вас требуется жертва. Чтобы быть в будущем счастливой, нужно с собой, либо от себя чем-то пожертвовать. Другой вариант. Женщина, девушка хотела бы работать, делать карьеру, расти профессионально. И ей предлагают, например, должность высокую. Но там есть определенные требования, опять же, связанные с командировками, с поездками, либо с переездом, либо нужно, возможно, какое-то обучение пройти. И вы понимаете, что я потрачу сейчас все сбережения, либо у меня дети, и я детей своих редко буду видеть, придется передавать их на воспитание бабушкам, дедушкам. Опять же, жертва идет с вашей стороны. Если вы идете на эту жертву, вы вырастите в топ-менеджеры, например, в управленцы, может быть, со временем свое что-то откроете, обрастете нужными полезными связями, получите неоценимые навыки. Либо у вас есть какие-то небольшие сбережения, и вы их потратите на свое обучение. Да, может быть, вы не купите машину, либо не отремонтируете свое жилище, но при этом вы заработаете столько, что у вас будет не одно жилище, причем с каким-нибудь люксовым ремонтом, либо не одна машина, причем тоже, знаете, дорогая, бизнес-классы, например. Такая жертва идет. Так что не бойтесь жертвовать малым ради перспектив будущего. И не отказывайтесь от выбора, который подразумевает под собой жертву. Отказывайтесь от выбора, который ничего вам не стоит. Он пустой. Да, может быть, красиво выглядит, но на самом деле пустой. Жизнь так устроена, понимаете, за все надо платить. Бесплатный только сыр в мышеловке. И опять же, когда что-то происходит бесплатно, даже из этого слова все слышно, да? За вас заплатит бес. Это будет либо пустое, либо с вас, может быть, что-то другое, более важное с вас стянут. Поэтому
Ну, такое предупреждение вам вышло. Следующий момент. Момент связан с изменами. У кого-то отыграется, что есть соперница, есть, ну, например, любовница. Может быть, вы жена, да, смотрите мою отсыпочку, а мужчина погуливает. А у кого-то отыграется, что вы девушка. И помимо вас у мужчины еще одна есть девушка. Предупреждение тут следующее. Она магичит. Она магичит, она его привораживает. И вообще мне здесь показали, что, скорее всего, она делает очень серьезные запрещенные приемы, связанные с жертвоприношениями, ну, либо на свою кровь делает. Ну, кто знает, о чем я говорю, тут понял. Это омерзительно, это недопустимо, и это из человека делает дебила. Ну, вот, понимаете, такие чары они делают действительно из нормального, полноценного, здорового мужчину инвалида, рахита, да еще и, извините, шизофреника, да, который может там и спиться, и сколоться, и чем-то серьезным заболеть. Это уже будет не он. Здесь вам нужно принимать меры, любите этого мужчину, боритесь за него, спасайте его, ставьте на него защиту, делайте ему обереги. Самые лучшие обереги – это когда любишь и делаешь своими руками. Пишите ему молитвы, подсовывайте, засовывайте во все карманы, которые на нем найдете, в нем найдете. Делайте ему своими руками обереги. Прям и в машину, и в кошелек, и на него. И прям куда-нибудь вот прям пришила-зашила так, чтобы он и не знал. Есть возможность обратиться к специалисту, но ищите только правильных людей. Не те, которые там рекламы дают и себя в грудь бьют, что типа я там в 105-м поколении, там мах, не знаю, какой-то там категории, сертифицированный, да, там, с курсов тарологов, астрологов, там, парапсихологов, как они там себя любят называть. Вот к таким не ходите, это все шарлатаны. Это все только ради денег. Идите к людям проверенным, к людям настоящим, по отзывам идите. А так лучше, конечно, самой. Вот если вы в себя верите, в свою любовь, искреннюю верите, делайте сами. Поверьте, вот любящее сердце, оно вот самая мощная защита получается. Есть соперница, и злая соперница. Глупая, жадная и злая, способная на любую гадость. Вы знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Вот это про нее. Вот человек готов на любую мерзость, да, лишь бы вот одержать эту победу. Нужен ей этот мужчина, не нужен, да какая разница, да, вот хочу, пусть будет. Испортит жизнь этому мужику, да и вам испортит, а дальше что? Выкинет его на помойку. Ну да, ей потом это посчитается. А то, что у человека жизнь испорчена, да пофиг. Вот, так что боритесь, если любите, боритесь. Не сдавайтесь, не думайте, что он там дурак, разлюбил меня. Нет. Это все чары, это все магия, причем магия черная. Так, еще о чем хотят вас предупредить. Новости, сообщения, информация. Это то, на что не стоит реагировать. Идут такие непростые времена, когда информационное поле будет очень сильно вибрировать. Причем вибрировать разными цветами. Знаете, как утром все испугались, днем все обрадовались, к вечеру все ходят, плачут, рыдают, грустные, да, там, а ночью все отменилось. Вот какая-то идет информация, идет какое-то нездоровое влияние через информацию на сознание, на умы людей. Если на это все реагировать, если к всему этому прислушиваться, пытаться это анализировать, просто можно сойти с ума. Вы ничем заниматься не сможете, вы просто будете сидеть, там, смотреть те же новости, читать эти новости и с кем-то о них разговаривать. Тут такой совет: избегать, либо хотя бы один раз в день, да, что-то просматривать. И то не принимать на веру, а сразу отнимать, либо делить, там, не знаю, на 10, как минимум. Да? Вот запомнили меня? Хотите не тронуться умом, хотите сохранить здоровье и работоспособность, умение радоваться жизни, не смотрите вы эти хреновые новости. Не смотрите. Смотрите, я вам четко говорю, с вами плохого не будет. Да, могут быть какие-то волнения, да, могут быть какие-то ухудшения, но это, как, знаете, обычная жизнь.
как волны, да? Волна пришла, волна ушла. А море, оно на том же месте осталось. Да? Вода никуда не делась, вот не выпили, не вылилась. Вот она в море так и осталась. Волны погуляли, стихли. Вот и у вас так идет. Ой, извините, что я на эмоциях. Не обращать внимания, не брать близко к сердцу, жить своей жизнью, заниматься своими делами. Если в вашем окружении есть паникеры, глупые, идиоты, ну пусть они там хоть головой в стенку бьются, а вы ничего не берите в голову и ничего не принимайте близко к сердцу. И все будет хорошо. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.